Сегодня в Национальной библиотеке имени Алыкула Усмонова прошло мероприятие, посвященное к 80-летию со дня рождения кыргызского кинематографического чуда Болота Шамшиева. Трогательно о Болоте Тюленовиче отзывались соратники и друзья. Работать с ним, это было, знаете, такое изречение было, сняться у Шамшиева в одном фильме равносильно тому, что закончил ты актерский институт, понимаете? Он был не только хорошим режиссером, он был еще и педагогом очень хорошим. У него можно было бесконечно учиться. Я сейчас, что я жалею сейчас? Я думал, он будет всегда жить, я буду рядом всегда с ним. Я так думал. Ну, видите, жизнь как-то. Столько ему вопросов задавал, столько интересовался. Он мне все это рассказывал. Я сейчас жалею, что почему я так мало ему вопросов задал. Болот Шамшиев – советский и кыргызский киноактер, кинорежиссер, сценарист. Зрители помнят и любят его фильмы «Белый пароход», «Выстрел на перевале Караш», «Волчья яма», «Восхождение на Фудзияму». По неосторожности попал в охотничью ловушку, Волчью яму. И сидело там двое хищников, голодных, злых. Также прошла презентация книги Болота Шамшиева, приуроченная к его 80-летию. Книга называется «Каба. Храброе сердце». Это приключенческий роман для кино и телевидения об одной научной экспедиции Императорского русского географического общества XIX века в горах Тиньшаня. Последнюю книгу «Каба. Храброе сердце» он написал и выпустил, но через 2 недели он попал в больницу, не успел презентовать людям. Поэтому мы решили самым близким людям подарить эти книги. Отдать дань памяти Болоту Шамшиеву пришли замминистра культуры Ильязбек Балташев, друзья и коллеги народного артиста. Благодаря своим великолепным кинокартинам он был известен не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Плоды трудов Болота Шамшиева являются неотъемлемой частью эпохи кыргызского чуда. Его режиссерский талант был раскрыт через произведение великого писателя современности Чингиза Айтматова. Он по праву стал одним из киноклассиков 20 века. Светлый образ Шамшиева навсегда останется в сердцах поклонников его таланта, благодарных соотечественников. Он сумел воздвигнуть себе вечный памятник своим творчеством и трудом. Сестра Чингиза Айтматова Роза, которая близко знала Шамшиева, поделилась воспоминаниями о режиссере. Болот Шамшиев в свое время сам говорил, что фильм «Аккеме» в других странах показывали в качестве примера для выпускников учебных заведений. Я знала не только самого Болота, но и его маму. Я однажды спросила у нее, как вы воспитали такого одаренного мальчика, на что он ответил, что это у него заложено в генах, ведь его отец был тоже известным поэтом. Стоит отметить, за 30 лет независимого Кыргызстана кинорежиссер так и не создал ни одного фильма. В рабочем столе копились сценарии, выходили в свет книги, но возможности снять настоящее шамшиевское кино ему так и не дали. Мечте перенести текст на большой экран и вновь окунуться с головой в любимую профессию так и не суждено было сбыться. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.